3 февраля на календаре, день недели понедельник. Начинается новая рабочая неделя, параллельно с началом, фактически первый рабочий день нового месяца февраля. Доброе утро, это «Утро Якутии» на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Меня зовут Павел Танин. Вместе с командой нашей программы мы, как всегда, приготовили много всего интересного, чтобы зарядить вас на плодотворный, продуктивный день, чтобы прошел он у вас, конечно же, с улыбкой на лице и в хорошем настроении. Для этого много чего у нас есть, в том числе и развлекательного, по большей части познавательного и интересного. Например, сегодня поговорим об изменениях справки из Единого государственного реестра недвижимости, поговорим о проблеме шумных соседей, как можно с ней бороться. Я думаю, эта проблема для многих из вас актуальна, поэтому интересно будет послушать. Ну а по традиции начнем, конечно, эфир с информацией о погоде. В 6 часов утра сегодня температура воздуха в центральных районах Якутии от минус 43 до минус 34. В заречной группе от минус 49 до минус 36, в южных от минус 34 до минус 29. В Вилюйской группе улусов от минус 36 до минус 28, в Нижнеленских минус 42, минус 32. В западных районах 39-31 со знаком минус, в Колымо-Индигирской группе улусов 55-39 градусов мороза. В Янских от минус 39 до минус 33, на северо-западе от минус 27 до минус 17. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 40 градусов, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Ветер западно-юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем ожидается без осадков, вечером ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем остановится на отметке минус 32, минус 30 градусов. Ну а пока мы все с вами мирно, добро спали, в мире происходили разные события, о некоторых из них сейчас расскажем. Счастливый случай произошел с жителем Свердловской области. Он решил взять кредит на развитие своего дела. Сумма серьезная – 10 миллионов рублей. С учетом текущей ключевой ставки, его ставка по кредиту должна была составить 20% годовых. Но произошла роковая случайность, причем роковая для кредитной организации. Менеджер, оформляя договор, в графе с указанием процентов написал минус 20%. Таким образом, кредитная организация фактически подарила клиенту 2 миллиона рублей. По словам юристов клиента, документы оформлены правильно, а виноват в произошедшем сотрудник банка, который составлял договор, и аннулировать соглашение нельзя без согласия клиента. С одной стороны, можно порадоваться за счастливого клиента, с другой, мы понимаем, что, скорее всего, возмещение убытков кредитной организации ляжет на плечи менеджера. О других новостях прямо сейчас расскажут наши коллеги из информационной службы, а после мы вернемся и с гостем в студии поговорим об изменениях выписки из Единого государственного реестра недвижимости, потому что с 1 января изменилась стоимость получения такой выписки. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В феврале в России на 9,5% проиндексируют более 40 выплат и пособий. Среди них единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное по уходу за ребенком и также ежемесячная выплата ветеранам. Более того, запланировано повышение мат-капитала. По поручению президента Владимира Путина пересчитают страховые и военные пенсии. Проиндексируют и выплаты членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Такая выплата им положена в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. Правительство Якутии оказывает целый комплекс мер для поддержки семей с детьми. В свое время была утверждена субсидия для многодетных, у которых появилось на свет одновременно 3 детей. По информации Минтруда и соцразвития региона, с момента выдачи единовременной социальной выплаты ее получила 21 семья. И если раньше субсидия предоставлялась только нуждающимся семьям и состоящим в реестре, то сейчас помощь предоставляется всем, у которых родились тройняшки. Субсидия предоставляется для приобретения или строительства жилья, а также при финансовой помощи многодетная семья может погасить ипотечный кредит. Значит, данная помощь, она предоставляется без учета каких-либо критериев, да, то есть и причем данная помощь предоставляется проактивно, то есть без предоставления заявления на основании сведений, которые мы получаем от Министерства здравоохранения. Если, допустим, в семье родились впервые, да, значит, 3 и более детей одновременно, то сумма в среднем составляет 4,5 миллиона рублей. А если были уже дети, то есть предыдущие, да, и потом вот появились
появилась тройня, то, соответственно, размер будет в среднем 6,5-7 миллионов рублей. То есть это все зависит от состава семьи. Жители населенных пунктов Арктики и отдаленных поселков республики могут пройти осмотр своего транспорта на местах. С начала использования передвижных диагностических линий специалисты предприятия «Дороги Арктики» провели свыше 5000 проверок технического состояния транспортных средств. На днях бригада механиков готовится к выезду в Колымо-Индигирскую и Янскую группу районов. По их словам, во время проверок чаще всего наблюдается неисправность тормозов. Ну а кроме того, водители самостоятельно меняют конструкции техники путем дополнительных установок. Бывают такие проблемы, как наледные явления, да, пурги, ветра. Потом бывают года, когда много осадка в виде снега, тогда толщина льда очень медленно набирает. Да. Наблюдаем большие ветра по Янской группе районов, это Усянские, это вдоль побережья Аллаиховском ветра, потом Нижнеколымском. Наледные явления у нас есть сегодня в Момском районе, где дежурят наши работники. Да. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости – это официальный документ, который содержит информацию о собственнике и характеристиках объекта, наличии или отсутствии ограничений, обременений и другие полезные сведения об объекте недвижимости. Это важнейший документ, который позволяет узнать сведения о зарегистрированном в Росреестре объекте недвижимости. А с 1 января этого года вступили в силу изменения по стоимости платы за получение выписок из этого реестра. Об этом подробнее нам сегодня расскажет заместитель начальника клиентской службы Центра «Мои документы» Александра Наговицына. Александра, доброе утро. Доброе утро. Подробнее, об изменениях. Изменилась стоимость выписок, и, насколько я понимаю, это не одна какая-то выписка, это все выписки вообще. Так, с 1 января 2025 года 2 раза повысилась плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Например, выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах в бумажном виде будет стоить 920 рублей, в электронном 580. Это для физических лиц. Для юридических лиц выписка стоит в бумажном виде 2540 рублей, в электронном 1640 рублей. Вообще существует 19 видов выписок из Единого государственного реестра недвижимости. А какие самые популярные из них? Потому что, вряд ли все 19 пользуются, каждый день их заказывают. Но самая популярная выписка – это выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах. Результатом любой сделки, например, регистрации договора купли-продажи, покупателям придет именно эта выписка. Эта выписка содержит, подтверждает право собственности физического лица или юридического лица. Также в этой выписке можно увидеть обременение, то есть висит аренда или есть ипотека или нет. Это помимо основных характеристик объекта недвижимости, например, кадастровая стоимость, площадь, вид объекта недвижимости. Кадастровую стоимость, это можно все увидеть в этой выписке. И вторая выписка – это об объекте недвижимости, еще его называют расширенная выписка. Помимо основных характеристик, там можно увидеть, на основании чего было зарегистрировано право. Например, там указываются реквизиты договора купли-продажи, свидетельство о праве на наследство или решение суда. Помимо этого, если заказываете выписку на земельный участок, то там будут указаны координаты, местоположение объекта недвижимости. Это самые такие популярные выписки, которые заказывают постоянно. А в среднем на сколько стоимость по сравнению с ранее ситуацией увеличились? Выписки увеличились, плата за выписку увеличилась в 50%, получается в 2 раза. В связи с этим Роскадастр впервые ввел льготу. То есть можно, в принципе, у кого-то есть возможность оплатить эти выписки дешевле. А какие льготы, для кого они предусмотрены? Как я уже говорила, что для определенных категорий граждан сейчас выписки стоят со скидкой 50%. То есть фактически по старой цене? Да, можно так сказать. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды 1-2 группы, а также дети-инвалиды и многодетные семьи.
Вот вы также сказали, что, в принципе, в электронном виде как будто бы чуть-чуть дешевле все равно выходит справку заказать. Опять же, если через госуслуги такие справки заказывать, как это сделать и как, допустим, через этот портал подтвердить наличие льготы, если она есть? Вообще есть экспресс-выписка электронная с госуслуг. Его можно заказать, может заказать любой собственник и при этом без какой-либо платы. Без какой-либо платы. А льгота действует только если вы обращаетесь в офисе центра «Мои документы». Ага. Если электронно будете заказывать, то льгота не действует. Ага. Тогда какие с собой нужно привести там доказательства, скажем так, когда мы приходим в МФЦ, да, хотим оформить? Для того, чтобы воспользоваться льготой, получается, соответственно, нужно принести удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана боевых действий, справку МСЭ об инвалидности или удостоверение многодетной семьи. То есть просто не где-то там отдельно заказывать тоже какую-то справку для того, чтобы получить справку не нужно, достаточно. Да. Удостоверение. И за какое время можно тогда выписку получить? Вот придя, все оформили, показал льготу, ушел, возвращаюсь через какое-то время. Через офисы центра «Мои документы» выписка оформляется 5 рабочих дней. Как я ранее уже упоминала, если вы заказываете через госуслуги как собственник, то выписка приходит мгновенно. Для этого любую выписку можно распечатать через офис центра «Мои документы». Для этого необходимо будет предоставить паспорт и номер заявления с госуслуг. А если вообще в принципе, нам, конечно, эфирное время не позволит все с ног до головы обсудить, у людей могут остаться вопросы не только по выпискам из Единого госреестра недвижимости, а где они могут получить какую-то консультационную информацию опять же, по этим справкам, по другим возможным государственным услугам. Консультацию всегда можно получить у нас в офисах центра «Мои документы». Можно спрашивать вопросы на портале МФЦ по адресу mfcsacha.ru, а также через региональный центр телефонного обслуживания по номеру 8 800 100 ровно 22 16. Телефон, наверное, в рабочее время. Да, в рабочее время. Просто иногда бывают там круглосуточные службы поддержки, условно. Редко, но бывают. Помимо этого, так как у нас время еще немножко остается с вами побеседовать про полезную информацию, почему бы не поговорить. С 1 января также были изменения в вопросе договоров недвижимости в Росреестре. С 1 января также сейчас договор дарения, независимо от степени родства, подлежит нотариальному удостоверению. Если ранее такие договора шли в простой письменной форме, то сейчас нотариальное удостоверение это обязательно. При этом нотариусы в обязательном порядке должны сами направлять на регистрацию эти договора. Исключения есть, если отсутствует интернет, какие-то технические сбои или же нотариальное удостоверение происходило на выезде. А если таких причин нет, то нотариус обязан направить на электронную регистрацию. Заявитель получает результатом те же самые выписки из ЕГРН. Это существенные изменения по договорам дарения. Если вопрос был, обычно спрашивают, что делать нам, если нету нотариуса в населенном пункте, то есть сайт якутского нотариата и горячая линия. Можно узнать, будет ли выезд в этом году в населенный пункт. Если же все-таки в населенном пункте выезда не будет, то необходимо будет выехать. Хотя бы узнать, где ближайшего можно найти. Да, где можно найти нотариуса. Тут стоит отметить, что органы местного самоуправления не имеют права удостоверять сделки по дарению недвижимости. Понятно. Александра, спасибо за информацию полезную, потому что недвижимость — это все-таки вопрос, который касается, наверное, каждого из нас в какой-либо степени, в какой-то момент жизни обязательно это произойдет, поэтому нужно об таких изменениях всегда быть в курсе. Хорошего вам дня, успехов Спасибо. в работе. А мы продолжаем встречать наступивший день, и пришло время привести себя в тонус. В этом, как всегда, поможет комплекс утренних упражнений. Они простые, и сделать их можно вместе с нашим инструктором. Доброе утро! Пришло время для нашей утренней гимнастики. Поехали! Начинаем с разогрева. Поехали! Шаг, 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 шаг. Еще. Раз,
2, 3, 4. Еще. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Бабочка. Раскрылись, закрылись. Раскрылись, закрылись. Приставной шаг. Слегка согнули колено. Еще. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Еще. Выдох, выдох. Продолжаем. Выдох, 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 выдох. Сейчас мы будем переходить на протяжку. Готовы? 3, 2, 1. Поехали. Ручки вперед. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Меняем. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Еще. 3, 2, 1. Закончили. 3, 2, 1. Поехали. Перекаты. Выдох, выдох, выдох. Еще. Дышим. Тянем ручки вверх, плечо прожимаем вниз. Выдох, выдох, выдох. Продолжаем. 3, 2, 1. Закончили. Центр. Наклон. Тянемся. Колено прямое. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. Еще. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. 3, 2, 1. Поворот. 3, 2, 1. Центр. Стоим. Удержание. 3, 2, 1. Подъем. Собрали ножки. Хорошо. И будем работать на мышцы брюшного пресса. Выдох, выдох. Смена. Выдох, выдох, выдох. Смена. Выдох. Округляем спинку, сокращаем мышцы брюшного пресса. Выдох. Еще. Продолжаем. Дышим. Выдох, выдох. Еще, еще. Выдох, выдох. Продолжаем. Хороший темп. Выдох, выдох. 3, 2, 1. Крайний. Ножки широко. Вдох и выдох. Поехали. Вдох. И выдох. Еще. Вдох. И выдох. Завершаем. Вдох. Выдох. Мы всем желаем отличного дня и хорошего настроения. До новых встреч. Спорт – это, конечно, очень хорошая привычка, а вот профессиональный спорт – это уже все-таки больше про дисциплину и труд. И даже если с виду спорт кажется произведением искусства, за ним скрывается твердость характера. Эта твердость порой может стать преимуществом и в другой сфере. Например, как фигурное катание может быть связано с буровым делом. Героиня нашего следующего материала возглавляет буровую компанию. Кроме того, она тренер по фигурному катанию. Как она справляется с двумя, казалось бы, несовместимыми видами деятельности, расскажем далее. Глаза боятся, а руки делают. Наталья Руднева – директор компании. Но сегодня она сама села за руль буровой установки. Считает, что руководитель в первую очередь должен знать, чем занимаются его подчиненные. Работают в коллективе исключительно мужчины, в том числе и супруг, а также свекор. Наталья уже лет 15, я знаю. Ничего, руководитель она хорошая, вообще хорошая. Работа есть всегда. Если она сказала, попробуй, только не сделай. Характер у нее, как у отца, наверное. Крутой характер у Маратовны, так называют ее коллеги, от отца. Марата Фасхудинова тоже буровых дел мастера, пробурившего не одну сотню свай под будущие дома не только в Якутске, но и во многих районах республики. И, кстати, мне говорят часто,
те люди, которые работали с моим отцом, что я на него очень сильно похожа и внешне, как будто Марат, но только в женском обличии, да, характером. И отец был порядочный. Вот о чем осталась память, что он был мужик. Он прям был мужик, все про него так говорили. Что вот он сказал, он сделал. В свое время отец запретил Наталье идти в милицейскую школу. Он считал, что девушке не место в мужской профессии. Но так распорядилась судьба, что после ухода главы семьи продолжать семейный бизнес, кроме Натальи, было некому. Сейчас, я думаю, наверное, он мной уже гордится. Именно если на сегодняшний день. Потому что уже 16 лет, как я управляю его предприятием. То есть я продолжила жизнь этого предприятия и название сохранила даже, да. Когда отец умер, все. И вот надо было решать, что делать дальше. Ну, тяжело, конечно. Все-таки это не женская работа. Приходится мыслить по-другому. Очень часто приходится мыслить как мужчина. То есть я научилась себя переставлять на место мужчины и рассуждать, думать, как вот поступили бы они или даже мой отец, что бы он сделал. Свое женское начало наша героиня все же не задвинула на задворки. И вторая ее работа – тренер по фигурному катанию, куда, впрочем, тоже пришла вначале, как и строительство, по необходимости. 2 детей Натальи занимались этим видом спорта, и нужно было их поддержать. Выучившись на тренера, сегодня она растит будущих хоккеистов и чемпионов фигурного катания. Мне понятна работа буровая, да, и понятна работа тренера по фигурному катанию, потому что их связывает одно – техника. Техника катания, техника бурения. Конечно же, во мне были и есть такие творческие задатки, что вот у меня музыкальный слух, я закончила музыкальную школу. То есть я вот так же, как отец, научилась играть на баяне. Мы иногда с ним даже спорили, перетягивали этот баян, потому что я слышала, как он фальшивит. Мы смеялись все время. Я говорю, дай мне, ты фальшивишь. Вот. И фигурное катание меня спасло. Вот именно сохранить свою нежность, красоту, какую-то мечту. В фигурном катании, как и в бизнесе, наша героиня ставит конкретные цели. Главное, чтобы были результаты. И любое препятствие для нее – вызов, который нужно преодолеть. У нас, конечно, построили вот лед, да, второй, строят 3-й лед. Но хотелось бы, конечно, чтобы у нас был круглогодично лед, потому что вид спорта фигурное катание же только на льду. Ты можешь учиться только на льду. А 3 месяца в году, когда отнимают, это, конечно, очень большая нехватка для спортсменов. Лед и вечная мерзлота для нашей героини – не застывшие субстанции, а самая настоящая страсть и дело жизни. И, похоже, они покоряются только таким, как Наталья, преданным и трудолюбивым. Туяра Филиппова, Павел Пахомов, Якутск. А вообще любую профессию можно превратить в искусство. Так же, как и какие-то негативные вещи можно превращать в позитив благодаря творчеству. Вот пример. Художница из Анапы Наталья Чернова создала картину из испачканных мазутом ракушек и выставила ее на продажу за 1 миллион рублей, чтобы направить вырученные средства на помощь в ликвидации последствий розлива нефтепродуктов в Керченском проливе. По задумке художницы, покрытие фона на холсте черной акриловой краской – это имитация нефтепродуктов. Картина – это холст размером 80 на 100 сантиметров. Она покрыта акриловой черной краской и натуральными ракушками, которые художница собрала на берегу Анапы. Ракушки в первозданном виде максимально сохранены. Женщина подчеркнула, что продажа работы – это полностью благотворительная акция, и выразила надежду, что найдется покупатель, который примет участие в общем деле по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Вот говоря именно про сам акрил, конечно, да, это такой много где применимый продукт, инструмент, если хотите. А одно из мест применения – это роспись одежды. Это, кстати, увлекательное и творческое занятие. Не каждая модница может сшить себе уникальный и стильный наряд, но абсолютно любой человек сможет самостоятельно нанести рисунок на свою одежду. И тем более, что этому учит ленских ребят педагог дополнительного образования Альбина Колбек. Она помогает обучающимся создать собственный индивидуальный образ, а дети проявляют свою фантазию. На одном из таких занятий побывала наша съемочная группа.
Перед тем, как начать расписывать одежду акриловыми красками, педагог Альбина Колбик вместе с детьми подобрали все необходимые для работы материалы и инструменты. Ведь именно от этого будет зависеть привлекательный внешний вид готового предмета одежды. После подбора и нанесения контура рисунка дети приступили к самой интересной части – росписи – футболки, шопера и шорт. Воспитанники выбрали себе, что хотят изобразить на футболках сами, и постарались воплотить это в жизнь. Я рисую по своей тематике на разных игр, там видео с Ютуба. Блогера одного разрисовывал сегодня по имени Ложка. Олег рассказал, что он уже расписывал свою футболку, шоперы. Ему, кстати, они даются легче всего. Эксклюзивную одежду мальчик носит в повседневной жизни. Несмотря на то, что сегодня в средней группе он единственный молодой человек, его это не смущает. Главное, что занятие ему по душе. Анна Сауленко посещает кружок почти год. Рассказала ей о нем подруга. Рисовать девушке нравится. Узнав, что можно с помощью собственного творчества создать эксклюзивную вещицу, решила попробовать. Рисуем на одеждах, на холстах, бывают какие-то конкурсы. Можем на конкурсах каких-то поучаствовать. С Анной по соседству расположилась Кира Королева. Девушка осторожно вырисовывает на своей футболке контур будущей картинки. После краски нужно было дать подсохнуть, и только потом можно было приступать к завершению работы. Я рисую на белой футболке, рисую на кроме. Разрисовала джинсы, футболки, кофты, шорты. Среди рисунков в основном герои из популярных компьютерных игр и фильмов. Но есть и зайчики, котики, бабочки, тюленчики и даже рэп-исполнители. Я рада дать детям новые знания. Я тоже постоянно что-то учусь, где-то смотрю. Вот. И я считаю, что нужно все техники попробовать, прежде чем что-то свое выбрать. Вот. Поэтому творим, мастерим, кастомим. Кастом в переводе с английского «переделка». То есть наша основная задача – это мы переделываем одежду, то что дети сами придумывают дизайн, да, даже если где-то пятно оставили, то есть переделываем. В этом кабинете всегда создана приятная творческая атмосфера. Дети с интересом занимаются в кружке кастом, создают собственный неповторимый дизайн, проявляют фантазию. А педагог, молодой и очень креативный, всегда поддерживает обучающихся и помогает им в воплощении даже самых неординарных идей. Мне очень нравится Альбина Викторовна, потому что она добрая и всегда может, когда что-то нужно сложное, и она может прийти помочь. Занятия очень интересные, мне нравится ходить. Расписывают обучающиеся и кожаные куртки, создали даже коллекцию свадебных платьев. Также украшают рисунками кепки и сумки. Принимают участие в конкурсах и всегда занимают призовые места. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Вот, кстати, вам в копилку идей, как провести время с семьей, попробуйте одежду акрилом поразукрашивать, создать свое какое-то творчество семейное, преобразить, возможно, в какой-то семейный образ, чтобы у всех была какая-то картинка общее. Но вообще это очередное доказательство того, что мы сами можем быть авторами красоты, которая нас окружает. К слову, про наше окружение. Совсем скоро в нашей студии появится гость, с которым мы обсудим проблему шумных соседей. Так что, если вам сегодня не давала спать громкая музыка и шум из другой квартиры вашего дома, для вас будет полезная информация. Ну а пока продолжим говорить про элементы одежды. Хотите верьте, хотите нет, но такой праздник существует. Сегодня, 3 февраля, празднуется День волшебства варежек на резинке. Варежки на резинке – это примета такого советского детства. Жители нашей страны, родившиеся более 40 лет назад, могут вспомнить их как деталь своего гардероба. Конечно, сейчас появилось множество удобных креплений и крючков на одежде для этих целей, но варежки на резинке все равно остаются самым оптимальным вариантом. Их поклонники даже придумали специальный некий такой праздник, чтобы можно было просто вспомнить детство и рассказать о нем следующему поколению малышей. По сети гуляет множество стихов о варежках на резинке, и сейчас уже сложно понять, кто изобрел этот праздник и когда, а значит, это истинно народная инициатива, ведь для счастливых воспоминаний повод, не очень-то и необходим. Поэтому, если вы до сих пор носите варежки на резинке, то мы вас поздравляем. А если нет, то можете сегодня пришить свои варежки к резинке и носить. И будете 3 февраля отмечать праздник. Ну а далее узнаем о других памятных событиях сегодняшнего дня.
На календаре 3 февраля. Сегодня отмечают Международный день женщины-врача. По народному календарю Максимов день. Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах, ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности и отблагодарить их делом. Также в этот день молились о благополучии семьи. Супруги выходили во двор, держась за руки, и вместе стряхивали с деревьев иней. Этот день в истории. В 1565 году Иван Грозный учредил опричнину. В 1826 Александр Грибоедов арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов. В 1933 году в Кембридже состоялось торжественное открытие Мандовской лаборатории. В 1966 советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. А в 1972 году в этот день открылись 11-е зимние Олимпийские игры в Саппоро, Япония. В этот день родились Феликс Мендельсон, немецкий композитор, известный как автор «Свадебного марша», Вильгельм Трюбнер, немецкий художник, Эдуард Володарский, советский российский сценарист, драматург, заслуженный деятель искусств РСФСР, Евгений Шапошников, советский военачальник, последний министр обороны Советского Союза, маршал авиации. В 1973 году родился Андрей Чернышов, российский актер театра и кино, телеведущий. Именины сегодня отмечают Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья и Максим. Вот, кстати, многие памятные события связаны с вещами. В какой-то день празднуется изобретение чего-то или началось в какой-то день производство каких-то вещей. Потом такие вещи становятся настоящими артефактами. Например, факел Олимпийских игр в Саппоро 1972 года. Даже просто увидев его вживую, хоть и поверхностно, но все же ощущаешь масштабы таких событий. Некоторые вещи несут в себе истории поменьше, но не менее интересные. Об одной из таких вещей далее. Сегодня хочу рассказать о предмете, связанном с Великой Отечественной войной. Это портсигар, принадлежавший ветерану, участнику Великой Отечественной войны Яныгину Ивану Георгиевичу. Был призван в ряды Красной Армии в 1942 году. Вот. А в июне 1943 был демобилизован по случаю тяжелого ранения. Здесь, в Якутии, в том числе в Якутске, он работал в прокуратуре. Сперва помощник прокурора Алах-Юнского района, позже в прокуратуре ЯСР по кодификации и учету данных. Портсигар был подарен ему 5 марта 1943 года. Скорее всего, был подарен его однополчанам на память. То есть так обменялись они, видать, подарками. Ну и указали, скорее всего, это где был сформирован их отряд, то есть полк, либо дивизия. Это Мальта. Интересное название. Есть в России такой поселок Мальта. Находится в Усольском районе Иркутской области. Вот там как раз, если посмотреть историю, некоторые части и формировались в 1939 году. То есть у дальневосточной дивизии. И, скорее всего, они были оттуда все, точнее, собраны там. И в память об этом они нанесли надпись и дату, когда подарили 5 марта 1943 года. Вот такие вещи рассказывают историю прошлых веков. Веков, когда не было понятия цифровизации. От этого интересно, кстати, а нашу эпоху будут также изучать по предметам или им на смену придет наше цифровое присутствие? Например, аккаунты в социальных сетях или онлайн-играх. На самом деле они уже многое могут рассказать о нас, так что даже к онлайн-играм можно относиться как к потенциальному такому будущему артефакту. Вообще мир онлайн-игр — это не только про плохое, это и общение с людьми, и развитие интеллектуальных способностей, реакции, например, внимательности. Но кроют они в себе, конечно же, и опасности. Поучительная история приключилась с девочкой, которая хотела бесплатно получить виртуальную валюту в одной из популярных детских игр.
В обмен требовалось всего лишь, да, сфотографировать карту бабушки и назвать код, который придет на ее телефон. Ну, как будто мы понимаем, да, к чему все это ведет. Давайте подробнее об этом узнаем. Новогодние каникулы десятилетней девочки проходили как обычно, за игрой в телефоне. Она проводила их у бабушки. Поздним вечером пожилая женщина обнаружила, что с ее счетов исчезла крупная сумма денег, и причиной тому оказалась ее собственная внучка. Он сказал, что надо взять телефон бабушки. И я взяла и ввела пароль. Потом он сказал, что надо зайти в онлайн-банк, но у меня не получилось, потому что пароль другой. Тогда он сказал достать сим-карту и поставить ее в свой телефон и скачать какое-то приложение Сбербанк онлайн. Но у меня не получилось. Потом он сказал просто скинуть им фотографию карты бабушки. Я скинула. Через несколько минут мне пришла смс-ка с цифрами, и я назвала их. Популярные среди детей онлайн-игры стали очередным инструментом для совершения афер. Злоумышленники создают точные копии аккаунтов знакомых своей будущей жертвы и пишут с них. Могут имитировать популярных блогеров и проводить якобы розыгрыши, а затем выуживать необходимую информацию. Дети для мошенников являются самой легкой добычей, поэтому важно вовремя и грамотно их проинструктировать. Необходимо с самого начала научить их никогда не пользоваться вашим телефоном и ни при каких обстоятельствах не совершать какие-то действия с картами без вашего согласия. Ну, к сожалению, конечно, невозможно предсказать, что такое вот вообще может произойти с человеком. Поэтому всегда нужно быть бдительным и учить этому детей. Вообще было бы здорово, да, если бы мы вот могли предсказывать свое будущее. Ну, как бы знать, где, что, когда случится. С другой стороны, вероятно, тогда жизнь была бы совсем неинтересной, ведь всегда приятно какие-то, когда случаются приятные неожиданности, когда ты не знаешь, что ждет тебя впереди, смело к этому идешь и достигаешь какого-то результата. Но другое дело астрологические прогнозы, да, до мельчайших деталей они будущее нам не могут раскрыть, но тем не менее могут подсказать, на что стоит обратить внимание. И если вы к таким прогнозам прислушиваетесь, то специально для вас на всю наступившую неделю астрологический прогноз. Овен. Для овнов неделя будет довольно позитивной. Главным качеством будет сфокусированность, толкающая вас к вашим целям. Также будет присутствовать хорошее самочувствие, быстрота мысли, энергичность. Возможно, правда, переоценивание своих возможностей и обстоятельств. Телец. Тельцам на предстоящей неделе жизнь предоставляет много возможностей. Однако то, как вы сможете ими распорядиться, будет зависеть от вашего личного состояния. А оно будет не самым лучшим. Возможны нервозность, конфликтность и ошибки при принятии решений. Для личной жизни неделя в целом благоприятная. Близнецы. Близнецам будут сопутствовать собранность и хорошее самочувствие, которые помогут достичь успеха, особенно в деловой сфере. В личной жизни возможны неприятности, обиды, конфликты или взаимное недопонимание. Рак. Для раков продолжается период благоприятный для личной жизни. Период нежности, углубления отношений, проявления чувств. Все эти позитивные моменты помогут сгладить проблемы, которые могут возникнуть на работе. Возможно, ощущение, что вас недостаточно ценят или не прислушиваются к вашему мнению. Лев. Для львов это будет неделя со смешанным влиянием планет. Вы бодры и энергичны, что помогает вам двигаться к цели, но при этом вам будет исключительно сложно договариваться с окружающими, находить взаимовыгодные решения. Возможно, борьба за власть или авторитет. Дева. Девам небесные светила рекомендуют на предстоящей неделе готовиться к многочисленным мелким радостям. Их будет в изобилии. А чтобы этот источник не иссяк, нужно прикладывать усилия для его поддержания. Жизнь становится все лучше.
Весы. Для весов неделя очень хорошая. Будет много общения, причем приятного и полезного. Возможно, удастся договориться о чем-то важном. Неделя подходит для активных действий и достижений. Скорпион. Для скорпионов неделя будет конфликтной. Скорее всего, не удастся избежать столкновений или скрытого противостояния с окружающими. Развивайте оптимизм, широту натуры и принятие окружающих. Эти энергии тоже будут присутствовать в вашей жизни на предстоящей неделе и помогут сгладить негативные проявления. Стрелец. Стрельцам неделя принесет удачу в сфере деловой активности. Для личной жизни и близкого эмоционального общения неделя может оказаться неудачной. Будет сложно найти общий язык, а ваше часто меняющееся настроение может обострить ситуацию. Козерог. Для козерогов продолжается период оптимизма и долгосрочного планирования. Также неделя благоприятна для сферы личных отношений и эмоциональной жизни. Возможно, вам стоит сходить в театр или кино, либо на какое-нибудь мероприятие, которое принесет отдых и положительные эмоции. Водолей. Для водолеев неделя будет очень позитивной. Энергичность, собранность, сфокусированность и хорошее самочувствие помогают вам ставить цели и двигаться к ним. Также для водолеев продолжается период их дней рождений, когда очень важно проанализировать прошлый год и поставить цели на следующий, и сразу приступить к их реализации. Рыбы. Рыбам неделя может принести необычные знаки и смутные ощущения, которые будут на что-то намекать. Постарайтесь прислушаться к своей интуиции. Также на неделе возможны проблемы с отстаиванием интересов. Возможно, вам будет сложно постоять за себя или вы окажетесь в невыгодном положении. Ну что ж, традиционно, если звезды сулят вам счастье на этой неделе, мы вас поздравляем. А если прогноз не такой благоприятный, как хотелось бы, то просто не обращайте внимания, через неделю будет лучше. Ну а говоря про счастье, что же вообще это такое вот счастье, да? С годами определение счастья для человека может меняться. Кому-то для счастья не хватит и всех денег мира, а кто-то искренне будет рад простому теплому солнцу, которое восходит и греет в зимний день. Взрослые вообще зачастую, честно говоря, вкладывают слишком замороченные вещи в простые явления. У детей все как бы проще, может быть, поэтому они чаще бывают радостнее и счастливее. Кстати, вот про счастье как раз-таки. Как вообще это слово понимают дети? Давайте узнаем. Привет, как тебя зовут? Матвей. Ксения. Алерхан. Полина. Кириллин Эрел. Анна Мария. Даяна. Меня зовут Ягудина София. Хазижа. Дарина. Вот первый вопрос. Что такое счастье? Ну, это когда человек чему-то рад. Когда человек чему-то радуется, когда ему что-то подарили, например. Ему дарят что-то, он удивляется. Счастье – это когда человек очень веселый и когда ему дарят подарки. Это когда человек радуется. Счастье – это когда человек радуется. Счастье – это когда человек веселый и улыбается. Это когда человек радуется, улыбается и ему весело. Счастье – это когда кто-то радуется. Ну, это когда я с родителями всей семьей гуляю. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать тренером по художественной гимнастике. Инженером. Актрисой. Полицейским. Тренером по плаванию. Пилотом. Учителем. Тренером гимнастики. Доктором. Кем ты хочешь стать? Учителем. Хорошо. Но все-таки, да, давайте быть проще, и мне кажется, тогда мы все будем намного счастливее. Ну, может быть, не намного, но чуточку счастливее точно станем. Ну, а сейчас наши коллеги из информационной службы расскажут о последних новостях. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
Якутский гормолзавод с 1 февраля повысил цены на свою продукцию, выпускаемую под брендом «Молочный дождик». По информации гормолзавода, в среднем общее подорожание составит около 22%. Оно обусловлено ростом стоимости сырья, логистических, энергетических и прочих издержек, а также изменением в налоговом законодательстве. В компании отметили, что решение о поднятии цен принято для обеспечения высокого качества и стабильности поставок продукции. В целом, за 2024 гормолзавод выпустил 14 870 тонн продукции. Информация о поступлении некачественной Кока-Колы одному из индивидуальных предпринимателей в Якутске не подтвердилась. Роспотребнадзор контролирует ситуацию с возможным поступлением опасной продукции на рынок. Ранее в СМИ была выявлена информация о том, что производитель напитков Кока-Кола отзывает продукцию из-за токсичных хлоратов. По результатам проверки информация не подтвердилась. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Россияне все чаще закупаются в интернете. В прошлом году онлайн-продажи продуктов и товаров первой необходимости впервые превысили 1 триллион рублей, достигнув почти 1,5 триллионов. Это на 45% больше, чем в 2023 году. Количество заказов выросло на треть, однако темпы роста замедлились. И если в начале прошлого года число покупок в интернете увеличивалось, то к концу года они просели. Основной вклад в рост онлайн-продаж внесли свежие продукты. Наши соотечественники все чаще заказывают доставкой молочные товары и мясопродукты. И отмечается, что в непродовольственном секторе почти 30% продаж сейчас тоже приходится на онлайн. Победа над одним из лидеров чемпионата на последних секундах. Якутская «Заря» выиграла у «Факел Ямала» из Нового Уренгоя в матче 10-го тура Высшей лиги России по футзалу. Встреча прошла в Медногорске и завершилась со счетом 2-1. В составе проигравших результативным ударом отметился Дмитрий Береснев. Также мяч в свои ворота отправил Евгений Козырчиков. Решающий гол за 13 секунд до финального свистка забил Афанасий Федоров. Для капитана якутян это взятие ворот стало 9-м по счету в этом сезоне. Матчи следующего тура подопечные Олега Марченко проведут в Новом Уренгое. Так, 15 февраля якутяне сыграют с Дублем Тюмени, а на следующий день сойдутся с Южным Уралом из Челябинска. Реализовать пятого. А Федоров убегает, и можно забивать гол! Гол, 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 гол! Афанасий Федоров отправляет мяч в пустые ворота, наказывая «Факел». Игра сложилась, сами видели, до последнего гола, можно сказать. На каждый метр поля боролись. Команда очень сильная. И я не сомневался в своих ребятах, что мы сможем выиграть эту игру. На той неделе смотрели, изучали команду, как готовились они. И все равно команда очень сильная, с таким хорошим составом. Вот спасибо им за такую игру. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. Спасибо нашим коллегам. Ну, а мы сейчас о наболевшем поговорим. Да? Каждый, кто хоть раз жил в многоквартирном доме, он, наверное, сталкивался с такой проблемой, как шумные соседи. Громкая музыка, звуки ремонта, лай собак, плач детей. Ну, как бы вроде бы более-менее такие вещи бытовые. Иногда бывает громкая музыка, ночной шум и так далее. Это все мешает спать по ночам и отдыхать дома, собственно, место, где мы отдыхать должны. Чтобы решить проблему шума мирным путем или по закону, нужно знать свои права. И сегодня вот на эту тему мы побеседуем с нашим гостем Феликсом Антоновым, председателем административной комиссии городского округа город Якутск. Феликс, доброе утро. Доброе утро. Вот, действительно, проблема бытовая, знакомая многим абсолютно. И вопрос самый простой первый. Это, конечно, как реагировать вообще на такую ситуацию. Вот ты дома, вечер, там, часов 11, и где-то кричат, орут, играют на Ну, вы знаете, реагировать можно по-разному, но всем нужно знать, что в Кодексе об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия есть статья 3.5, которая запрещает шуметь в определенное время, в ночное, в дневное, и нарушать покой граждан. За это можно получить штраф. Но нужно знать о том, что эта статья имеет два фактора, два объекта, можно сказать. Это, во-первых, это шум в определенное время, нарушение тишины. И второй фактор, то есть не один только шум может быть подвергнут статье, по этой статье, но второй фактор должен быть нарушен покой определенного гражданина. И этот гражданин должен заявить об этом. То есть, о чем я хочу сказать. Например, у меня есть сосед, который иногда по вечерам играет на трубе. И это мне не мешает. Мой покой не нарушает, но, возможно, другому соседу это его покой может нарушить, и он об этом может заявить.
То есть, как бы, даже если человек, условно, квартира какая-то шумит в законное, скажем так, время, когда это можно делать, это может кому-то все равно мешать, он все равно может обратиться... Нет, имеется в виду шум в определенное время, то есть запрещенное время. А если шум происходит, потому что бывают некоторые люди, да, там вот в 5 часов вечера можно что-то делать еще, вполне себе это законное разрешенное время. Да, это в это время можно кому-то допускается. А если вот кому-то это мешает, то есть он должен, в принципе, смириться, потому что человек все делает по закону, в рамках правил? Нет, смотрите, если шум систематический, то это уже другой вопрос. Тут уже нужно знать о правах соседей на благоприятную среду обитания. Это уже не 3.5 КоАП-РЦЯ, это уже другая статья. Ну а когда вот возникает все-таки конфликт с соседом, ну вот опять же там он на трубе играет постоянно, систематически, с чего вообще лучше всего начать, да, как начать? Наверное, в первую очередь все-таки нужно пойти к нему самому и сказать, там, сосед, извини, но вот давай чуть потише или там не так часто. Ну, любой соседский конфликт можно решить мирным путем, ну, хотя бы попытаться это сделать. Ну, если вы знаете, откуда шум, с какой сосед, телефон его знаете, можно ему позвонить, сообщить об этом, написать ему, предъявить претензии. Или у всех имеются социальные сети, в группы соседей. Об этом можно туда сообщить, обозначить проблему, написать об этом и как-то решить мирным путем. Но если не получается, конечно, нужно звонить в полицию. Вот другой, опять же, вопрос, почему мы говорили, ну, я вот так очень активно пытался узнать, если человек шумит в законное время, когда можно шуметь, например, соседи, которые занимаются, вот вы сказали, на трубе, да, на музыкальных инструментах, занимаются вокалом, да, то есть в какой-то степени они там свой профессионализм, они занимаются, они там не во вред это делают, они там в какой-то степени в будущем даже красоту этому миру будут дарить, да, обучившись. Но, к примеру, вот есть семья, у них есть маленький ребенок. Занятия проводит человек исключительно в положенное время, то есть не нарушая закон о тишине, но вот режим ребенка в другой квартире, он выпадает так, что там дневной сон у него происходит там, в 4 часа дня, и как бы одно мешает другому. В такой ситуации как лучше поступать? Ну, для этого есть жилищный кодекс, где говорится о том, что гражданин обязан соблюдать права своих соседей. И плюс еще есть нормативы Санпина о благоприятной среде обитания гражданина, человека. Под эту статью, если систематически нарушает тишину в определенное, ну, то есть как бы в разрешенное время, то тогда можно предъявить об этом суд. Ну, сначала нужно предъявить ему претензии о том, что вы нарушаете благоприятную среду обитания моего. Если это продолжается, то можно подать на него в суд и взыскать моральный вред. Даже так, да? Но, опять же, всегда стоит начинать просто с обычного разговора. Естественно. Но перед этим еще нужно обратиться в Роспотребнадзор для того, чтобы они пришли и измерили шумомером. Если шум допустимый, тогда, конечно, ничего не будет. Если шум превышает допустимую норму, тогда, конечно, да, возможно. Даже такое бывает, ничего себе. Но другой момент, вот это, наверное, тоже многим знакомая история, когда начинают сдавать квартиры. А как мы понимаем, не всегда сдаются они, особенно там, посуточные вот эти всякие варианты, не всегда они благоразумным людям сдаются, скажем так. Но гражданин имеет право сдать свою квартиру, но при этом он должен заплатить налоги, заключить договор с арендатором и заплатить налоги. И если при этом арендодатели нарушают тишину в ночное время, например, то, конечно, нужно заявить об этом в полицию. Полиция может составить протокол и как на непосредственно гражданина, который шумел, то есть на арендодателя, или на арендатора, который арендовал это помещение и не обеспечил тишину, или на собственника квартиры помещения. Такие дела к нам поступают, часто поступают, и мы штрафуем их. А какая предусмотрена ответственность за незаконную сдачу? То есть вы сказали, да, человек может сдавать квартиру, платить налоги с этого, если сдается нелегальная квартира? Есть статья 14.1 КоАП РФ уже о незаконной предпринимательской деятельности. Сдача в аренду без образования ИП, то образует этот состав. Об этом нужно сообщить в налоговую, и налоговая может привлечь к данному гражданину по этой статье, плюс за неуплату налогов. Ну, если сдается все законно, ну, допустим, каждый вечер там собираются какие-то компании в этой квартире, гуляют, празднуют, отмечают, кричат всю ночь, играет громкая музыка, тогда мы, опять же, куда, напомните, обращаемся? Полицию, обязательно в полицию. Полиция направляет материалы к нам на рассмотрение. Ага. И вот такой тоже кейс интересно. Одно дело, когда мы знаем, что вот
условно там квартира номер 10, там постоянно что-то происходит. Ну, допустим, вот опять же ее сдают, там кто-то вечно отдыхает, гуляет, шумит и так далее. А другое, в условиях современного строительства получается часто так, что ты не можешь даже понять, из какой квартиры звучит звук. Или, допустим, ситуация, 2 часа ночи, ты лежишь в кровати, понимаешь, что где-то гуляют, хорошенько гуляют, но ты не можешь понять, где именно. Возможно, весь дом не может понять, где именно это происходит, но где-то это есть. Что в такой ситуации делать? В любых нарушениях тишины я всегда рекомендую сначала снять шум на видео, не выходить, а именно со своей комнаты, квартиры. То есть, если доносится шум, то он должен записаться на видео или на аудио. А если вы не можете установить, откуда именно происходит шум, в любом случае сначала нужно сообщить его на полицию. Полиция будет проводить по квартире на обход, и она должна установить нарушителя. То есть, если что, в этой ситуации можем обратиться. И вопрос, а будет ли производиться вот установление квартиры в ночное время, потому что, а вдруг мы разбудим других соседей, да, которые мирно спят? Полиция может работать не только ночью, но и днем, потому что в любом случае материал передастся участковому, участковый проведет на следующий день обход. Ага. Ну, Феликс, спасибо большое за беседу, потому что тема полезная, тема прям житейская, с которой каждый может столкнуться, потому что бывают вещи, да, которые кого-то стороной обойдут, а тут реально может сегодня даже уже это случиться, и мы знаем, что с этим делать. Вам успехов в работе и, конечно, хорошего дня. Ну, а мы с вами, дорогие зрители, прощаемся и, конечно же, желаем тоже отличного настроения, знаете свои права, умейте их защищать и ни в коем случае старайтесь не нарушать права других людей и в том числе, конечно же, своих соседей. До завтра в этой студии вновь встретимся, будем встречать завтрашний день, а на сегодня отличного вам настроения и хорошего дня.